В Сосногорске продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса. До конца лета вещи первой необходимости и продукты питания принимаются по новым адресам. В городском доме культуры «Горизонт» и доме детского творчества. Напомним, ранее сбор проводился в общественной приемной партии «Единая Россия». К нам можно приносить продукты питания длительного хранения, средства личной гигиены, средства первой необходимости. Люди попали в непростую ситуацию, и наш долг, конечно, им помочь. И поэтому мы призываем проявить свою гражданскую позицию и все-таки поучаствовать в нашей акции. Напомним, сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса в Республике Коми был объявлен в конце февраля. На сегодняшний день жители Сосногорского района отправили нуждающимся 3 грузовые машины со всем необходимым. Жители города Сосногорска приняли активное участие в сборе гуманитарной помощи. Я выражаю отдельную благодарность организациям и предпринимательскому сообществу за оказанную помощь. Спасибо вам, что не остались в стороне, проявили свою гражданскую позицию и неравнодушны к проблемам жителей Донецка и Луганска. Сосногорцы поддержали и продолжают поддерживать жителей Донбасса продуктами питания, постельным бельем, одеждой, школьными принадлежностями и многим другим. Мы люди русские, всегда друг другу помогаем, я обязан помогать, тем более это наш народ. Мы такие же славяне, как они, независимо, будь они в Донбассе живут, там, где, но люди русские, надо помогать друг другу. Вот поэтому и продиктовано наше стремление помочь. Что есть у нас, мы помогаем. Добавим, что информацию о сборе гуманитарной помощи можно уточнить по телефону, который указан на ваших экранах. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Прокурор Сосногорска ответил на вопросы жителей района в рамках прямой линии, организованной общественной приемной главы Республики Коми. Жители муниципалитета могли обратиться к Роману Якименко как по телефону, так и лично. Например, жительница одного из домов по улице Таежной поселка Поляна пожаловалась на то, что в январе ей отключили водоснабжение. Вопрос не решен до сих пор. У нас прорвало трубу за территорией дома, обращались в Сосногорскую администрацию, и они все кричат, что мы должны делать за свой счет. Ну, это получается у нас как бы подвод к дому, но этот подвод прорвал за территорией дома. И вот мы до сих пор 17 января сидим дома без воды. Мы не знаем, что нам делать. Смотрите, поскольку у вас обращение уже есть в прокуратуре города, да, я перепроверю на всякий случай, но вы говорите, сами относили, да? Прям в приемную сдавали. Прием, да. Ну, тогда не проблема. Тогда, значит, проверка уже организована. Но срок проверки 30 суток. До 30 суток. Поэтому я приду, посмотрю, что там, как ваше обращение рассматривается. Ну и ждите ответа от нас уже. Всего за время прямой линии к Роману Якименко обратились 8 жителей Сосногорского района. Их вопросы будут взяты на контроль надзорного органа. Прямая линия у нас прошла горячо, так сказать. Обратилось несколько граждан. Вопросы в основном жилищно-коммунального характера, но, как правильно мы здесь отметили, этих вопросов становится меньше, а больше приобретает актуальность вопросы оказания помощи инвалидам, детям инвалидам, то есть вопросы социального обслуживания. Ну, все обращения мною взяты под контроль, соответственно, по всем будет проведена проверка, ответы гражданам будут даны. И, естественно, в случае выявления нарушений со стороны организаций, органов, муниципальных органов будут соответствующие принятые меры прокурорского реагирования. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Воспитанница 8-го детсада Дарья Кильданович стала победителем республиканского конкурса детского рисунка «Эколята. Друзья и защитники природы». Ее рисунок признали лучшим среди работ дошкольников. Конкурс проводится во всех регионах страны в рамках Года экологии и курируется комитетами Совета Федерации. Я нарисовала там планету, нарисовала солнце, дерево, облака. Надо не мусорить, костер не разжигать в лесу.
На рисунке Даши изображены эколята – герои популярного учебного пособия «Азбука природолюбия». Они помогают окружающей среде, сажают деревья, мастерят скворечники. Рисунок выполнен карандашами, восковыми мелками и красками. В 8-м детском саду проводится большая работа по экологическому просвещению детей. На занятиях, наблюдениях, в экскурсиях, презентациях, везде мы разговариваем о том, что нужно беречь природу. У нас сейчас идет тематическая неделя про насекомых, актуально, сейчас потеплело, насекомые у нас просыпаются, мы наблюдаем за насекомыми, рисуем насекомых. И при наблюдении даже на участке мы смотрим и говорим, что насекомых надо беречь. Нельзя их просто так уничтожать, что они тоже часть нашей природы и что надо так же, как и всю природу, о них заботиться, охранять. В мае воспитатели планируют вместе с детьми озеленить территорию учреждения, высадить цветы. Полина Бастракова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В Сосногорске прошел ежегодный конкурс знатоков правил дорожного движения «Безопасное колесо». Центром проведения соревнования по традиции стала 3-я школа, на базе которой действует ресурсный центр по безопасности дорожного движения. В нашей школе уже несколько лет функционирует ресурсный центр по безопасности и профилактике дорожно-транспортного детского травматизма. На базе нашей школы проводятся муниципальные конкурсы, такие как «Азбука пешехода», «Добрая дорога детства», «Безопасное колесо». Участие в конкурсе приняли воспитанники всех городских школ. Состав команды 4 человека, 2 мальчика и 2 девочки от 10 до 12 лет. Программа конкурса состояла из 5 станций, где проверялись знания теории и практические навыки юных знатоков правил дорожного движения. Целями конкурса является закрепление у школьников навыков безопасного поведения на дорогах, воспитание законопослушных участников дорожного движения, а также формирование культуры безопасного и здорового образа жизни. Конкурс охватывает все проявления участия в дорожном движении. Это проверка знаний правил, теоретических правил ПДД, умение оказать первую медицинскую помощь, а также соревнования по фигурному вождению на велосипеде. Победителем конкурса стала команда 3-й школы. Серебро и бронзу завоевали учащиеся 4-й и 2-й школ. Наградой за результат стали дипломы и памятные подарки. С самого раннего возраста детям важно прививать, научить правилам дорожного движения, чтобы они знали, как вести себя на дороге, чтобы они соблюдали правила дорожного движения. Поэтому проводится этот конкурс, чтобы закрепить правила дорожного движения и еще раз, как говорится, повторить. Стоит отметить, что победители муниципального этапа конкурса юных инспекторов дорожного движения представит Сосногорский район на региональном уровне. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.